Шейх Кунта Хаджи, сын Киши, является самым ярким, общепризнанным во всем исламском мире чеченских святым суфием, основателем суфийского братства зикристов. Кунта Хаджи воистину пришел в наиболее драматический час в судьбе своего народа и действительно спас его дух не только от существовавших, но и от ожидавших его позже невероятных бед. Солнечные горы Эртна, возвышающиеся над Нохчмохом, тоже стали святым с тех пор, как устами великого Кунта Хаджи стали возвещать утомленному, доведенному царизмом до отчаяния чеченскому народу мир, покой, согласие и единение в добре и вере. Шейх Кунта Хаджи родился в 1830 году в равнинном селении Чечни Мелчахи. Его отца звали Киши, мать Хейди. Родители его вскоре переселились в горное селение Илсханют, где и прошло его детство. По преданию, рос он вполне смышленым ребенком, но был замкнут и любил уединение. Обучался арабскому письму, мог читать и писать. Исполнять обряд зикра он начал еще с юношества, и по преданию, узнав об этом, имам Шамиль разгневался и вызвал к себе молодого Кунту. Тот явился к Шамилю, и имам, созвав совет алимов, устроил ему экзамен. Кунта Хаджи выдержал экзамен на знание Корана и Сунны, и Шамиль оставил его в покое. В возрасте 18 лет Кунта совершил паломничество в Мекку и с тех пор вел религиозную проповедническую деятельность, осуждая войну и насилие в любых формах и проявлениях. Следует отметить, что основателем этого нового направления в исламе считается шейх Абд-аль-Кадир Гилани из Багдада. Существует предание, что Кунта Хаджи во время паломничества навестил могилу Абд-аль-Кадира, где и познакомился с учением Кадария. По другой версии, идея зикра им была получена от самого Аллаха. Рассказывают, что во время паломничества утомленный Кунта Хаджи прибрел к колодцу в пустыне. Он услышал голос сверху с требованием спуститься в колодец. Спустившись, он наткнулся на небывалые красоты и размеров драгоценный камень. На камне высвечивалась надпись: «Кто возьмет этот камень, тот станет властелином мира». Шейх не взял камень и пренебрег земным царством. Пройдя немного по дну колодца, он наткнулся еще на один камень, и на этом камне светилась надпись: «Кто возьмет этот камень, тот станет обладателем рая». Когда Кунта Хаджи взял этот камень и стал подниматься наверх, его окружили чудовища. Тут Аллах и повелел ему исполнить зикр «Ла илаха иллаллах». Когда он вырвался с помощью зикра из первого круга, он вновь попал в окружение чудовищ. Аллах повелел ему исполнить зикр «Улиллах», и, повторяя «Улиллах», он ушел и от этих чудовищ. Так, совершая зикр, он поднялся на поверхность земли. Из уст в уста последователями Кунта Хаджи передается его обращение чеченцам после возвращения из паломничества. Он сказал: «Мы из-за систематических войн катастрофически уменьшаемся. Я не верю, что из Турции к нам придет помощь, что турецкий хункар желает нашей свободы и нашего спасения. Это неправда, так как сам хункар является таким же деспотом, как и русский царь. Верьте мне, я все это видел своими глазами, как видел прикрывающихся шариатом деспотов в арабских странах». В своем трактате «Таджамат Макалати» Кунта Хаджи, изданном до революции в Дагестане, пишет: «Если человек безразличен ко всему и довольствуется тем, что ест и пьет, то он далек от нравственного совершенства. Если мирит хочет знать, насколько он близок к Богу, пророку и учителю, то пусть посмотрит в свое сердце. Если оно поражено жаждой власти, то пусть знает, что он далек от Бога, пророка и учителя. Если сердце Мюрида ноет, наполнено состраданием к людям, лишено неприязни и зависти, он близок к Богу, пророку и учителю. Убравший из своего сердца гнев, простивший обиду, 100 крат упоминающий Аллаха, молящийся за тех, кто злословит, раб Божий. Вместо оружия возьмите в руки четкий Коран», призывал Кунта Хаджи чеченцев в разгар войны имамата Шамиля с Россией. Вполне естественно, что имаму Шамилю призывы Кунта не нравились, но зикризм был близок к духу чеченцев в плане эмоциональном и не противоречил нахским адатам. Проповеди шейха о мире, братстве, поддержке обездоленных и сирот соответствовали общему настроению, душевному состоянию народа, доведенному длительной Кавказской войной до грани физического уничтожения. Кунта Хаджи прекрасно понимал, что непримиримое сопротивление царской власти может привести чеченцев к полному уничтожению. Эта идеология противоречила идеологии Газавата, требующей продолжения борьбы. Учение Кунта Хаджи яростно обличали и представители ортодоксального ислама, именуемые сейчас ваххабитами. Распространение зикризма не меньше, чем Шамиля, тревожило и российское военное командование, которое имело свои выгоды в этой войне. Для военных пацифизм Кунта Хаджи был намного опаснее и смертельнее Газавата имама Шамиля, и они также преследовали его. Преследование российских властей и Шамиля, призывавшего драться до последнего чеченцев, заставили Кунту покинуть Кавказ и отправиться в Мекку. Исторический спор имама Шамиля с Эвлия Кунта Хаджи завершился, как известно, тем, что вековое сопротивление горцев Северного Кавказа с несоизмеримо сильным и жестоким завоевателем было сломлено. Шамиль, породивший Газават, стал почетным гостем российского царя, а конец жизни провел в священном для мусульман Мекке.
В этот переломный для народа период, когда решалась судьба жизни и смерти, вновь появился проповедник-миротворец шейх Кунта Хаджи Кишиев. Он с еще большим усердием стал проповедовать свои пацифистские идеи. Он призывал отдавать приоритеты вечным духовно-нравственным категориям, духовному и нравственному совершенству, а не сиюминутному благополучию. Навестник Кавказа, главнокомандующий Кавказской армией, великий князь Михаил Романов в своем письме военному министру от 23 января 1861 года по этому поводу писал: «Возвратясь из путешествия своего в Мекку осенью 1861 года, Кунта Хаджи начал свою проповедь и вскоре приобрел в Чечне значительное число последователей и особое уважение народа. Как видим, царский режим интересовался Кунтой и не поддержал его, хотя шейх проповедовал отказ от войны. Лорис Меликов по этому поводу высказывает особое мнение в своей служебной записке от 14 июня 1863 года. Что касается до ареста Кунты, то я не могу ручаться, принесет ли мера это пользу и будет ли она сообразна с теми обстоятельствами, о которых я могу судить только на месте. Между тем, удаление его без сомнения произведет возбуждение умов в народе, и для нас будет очень невыгодно, если взамен главы религиозной секты у чеченцев явится вождь восстания». В политическом отношении стремление к неограниченной власти Шамиль и русские императоры-близнецы, хотя и являлись злейшими врагами, Кунта Хаджи же их полный антипод. Для царизма люди с мировоззрением Кунта Хаджи были куда более опасны, чем Шамиль. Для властей Кунта Хаджи смутьян, подбивающий людей служить не господам, а Богу. 3 января 1864 года Кунта Хаджи, всю жизнь проповедовавший смирение, мир, доброту и справедливость с ведома царя Александра II, вместе со своим братом Мовсором были схвачены в районе Шали и сразу же отправлены в Новочеркасск через Владикавказ. Весть об аресте шейха молнией пролетела по Чечне. Тысячи горцев бросились в Шали, полагая, что арестованные еще здесь. Царские чиновники предчувствовали такую реакцию и подтянули к шалинскому укреплению сильный военный отряд во главе с князем Тумановым. Считая, что Кунта Хаджи с братом еще здесь, мюриды трижды посылали к князю депутацию с просьбой выдать ему стаза, но получили отказ. В конце концов, горцы побросали огнестрельное оружие, совершили омовение в ледяной воде Басса и пошли на верную гибель на выстроенные в боевой порядок царские войска. Солдаты встретили безоружную толпу картечью из артиллерийских орудий и ружейными залпами. Тысячи людей было ранено, искалечено. Только убитыми оказались, по заниженным сведениям, 164 мюрида. В их числе были и женщины, переодетые в мужскую одежду. После шалинской бойни зикризм был под запретом, и увлеченные в нем немедленно ссылались в Сибирь на каторжные работы. Таким образом, было сослано и 18 руководителей зикристов. Шейх Кунта Хаджи в то время под глубоким секретом содержался в городе Устюжна Новогородской губернии. Царская администрация ликовала по случаю разгрома. Она щедро одарила орденами, медалями, деньгами тех, кто принимал активное участие в этом разбое. Награждены были капитан милиции Чеченского округа Давлетмирза Мустафи, полковник Арцу Чермоев и Вага Паду. Особо был отмечен полковник Касим Курумов, который, проникнув в темные замыслы Онова, установил главных деятелей и первым донес начальству о необходимости пресечь повстанческую деятельность зикристов. Получили награды и некоторые муллы – Абдулкадыр Хардаев, Идик Исламов, Мустафа Абдуллаев и Махмуд Баршиков. Сам же Кунта Хаджи в тюрьмах Новочеркасска и Устюжина сполна испытал судьбу невольника. Письма шейха, которые так и не дошли до семей и родственников, свидетельствуют о тяжких испытаниях, которые он переносил смиренно и с достоинством. Будучи выходцем из беднейшей части чеченцев, он пытался установить духовное братство и социальное равенство. Успех в борьбе с социальным злом он видел не в применении силы, а в нравственном самоочищении, в возвышении, взаимной поддержке горцев в вечном поиске Бога. Он признавал одну единственную власть – власть Бога. За его нравственную чистоту, поиски общего блага, высокую духовность в Индии Кунта Хаджи непременно нарекли бы именем Махамата, что означает «учитель», а в Чечне народ его называет Эвлия, что означает «святой». Он не просто святой, а святой, пострадавший за новую философию, за новое мировоззрение. Он святой великомученик. С течением времени мир, к сожалению, не становится более справедливым, менее коварным и злым. Не сокращается и количество войн. Страны и люди пытаются завладеть наиболее совершенным оружием, применение которого поставит человечество на грань полного самоистребления. Именно поэтому для наиболее разумной части человечества всегда будут интересны и необходимы такие люди, как чеченец Кунта Хаджи Кишиев. Такие, как он, совесть земли. Они истинные пророки Всевышнего на земле, несущие людям веру. Веру в добро, в справедливость, веру в милость Всевышнего Творца, сотворившего людей разными по национальности, но едиными в своих возможностях познать истинность своего предназначения.